Решено очень большое количество сложных юридических, социальных и бытовых проблем. Глава Коми рассказал о работе горячей линии Минсоцтруда Коми для родных и близких, призванных по частичной мобилизации. Она многоканальная, принимает обращения по будням с 9 утра до 6 вечера. Поступило на линию уже 1800 обращений. Мы относимся к любому звонку как очень важному. Вот приведу просто примеры, несколько примеров. И точно совершенно тот, кто меня сегодня вот слушает, кто задавал эти вопросы, они узнают себя в том, что эти вопросы были заданы именно вами, уважаемые жители республики. Так, одному из призванных по мобилизации военнослужащих воинской части не смогли подобрать полевую форму, когда ребята приходят, их переодевают сразу в полевую форму, вот не смогли подобрать полевую форму подходящего размера, потому что земляк наш оказался крупным, серьезным таким богатырем, 60-м размером одежды и 46-м размером обуви. В итоге мы через горячую линию об этом узнали, отработали всю необходимую экипировку, потому что такой размерный ряд, он действительно индивидуальный, поэтому в воинской части его и не оказалось, и доставили для нашего мобилизованного все необходимое в воинскую часть. Напомним, правительство Коми взяло на себя обязательства по обеспечению наших бойцов дополнительной экипировкой. Она передается им до отправки к месту несения службы. Однако несколько команд уехали до того, как эту экипировку им доставили. Для этого республиканские власти отработали механизмы, создали звено, которое будет доставлять экипировку и технические средства непосредственно в зону боевого соприкосновения. Технические задачи мы выполнили. Идет вопрос согласований. Работать начнем в ближайшие дни, отметил глава Коми. Еще одному нашему земляку тоже помогли решить вопрос уже с нерадивым работодателем, который не хотел приостанавливать трудовой договор, как это требует закон. Перед уходом на боевое слаживание мужчина, не зная, как поступить, когда уже понимал, что он будет мобилизован, написал отпуск за свой счет. После этого супруга предоставила работодателю документ о том, что муж мобилизован, и просила оформить все по закону, но ей отказали. После ее обращения на горячую линию вопрос с работодателем решили кардинально. Трудовой договор приостановлен, как того требует закон, все необходимые выплаты совершены, перечислены. Глава Коми привел еще один пример. У призванного по мобилизации бойца сильно заболели зубы, пока он находился на боевом слаживании в воинской части под Санкт-Петербургом. Обращался в медсанчасть, но проблему там так и не решили. Лекарства, которые он пил, не помогали. Представительство Коми в северо-западном регионе вышло на генерала, руководителя воинской части. В итоге мобилизованному из Коми организовали прием стоматолога. Как отметил глава Коми, каждый вопрос, поступивший на горячую линию Минтруда Коми, он изучает лично. Действует и так называемый светофор по работе с обращениями. Звонки, окрашенные в зеленый цвет, решены специалистами Минтруда. Желтые поставлены на контроль, красные требуют личного участия Владимира Уйба. Ни одно обращение, заверил глава, не остается без ответа.